Здравствуйте. У нас в студии сегодня главный государственный инспектор по пожарному надзору города Канаша и Канашского района Дмитрий Кузьмин. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, нашим телезрителям, какова на сегодняшний день обстановка с пожарами и каковы их последствия? На 26 июля 2021 года на территории Чувашской республики зарегистрировано 969 пожаров. Аналогично периоду прошлого года 977 пожаров, снижение на 0,8%. На пожарах погибло 59 человек, аналогично периоду прошлого года 30 человек. Рост практически в 2 раза составляет. Травму различной степени тяжести на пожарах получили 49 человек, аналогично периоду прошлого года 48 человек. Основном с пожарами и их последствиями на территории города Канаш, Канашского района складывается следующим образом. С начала 2021 года произошло 79 пожаров, аналогично периоду прошлого года 70 пожаров. На пожарах погибло 6 человек, аналогично периоду прошлого года 3 человека. Рост составляет в 2 раза. Дмитрий, скажите, пожалуйста, есть ли какие-то либо причины еще, которые, возникновения пожаров, которые мы еще не обсуждали в прошлых выпусках? В одном из выпусков мы уже говорили о такой причине пожаров, как неосторожное обращение с огнем. Сегодня хотелось бы поговорить о неосторожности при приготовлении пищи. Приготовление еды – одно из повседневных дел в жизни каждого человека. Но несмотря на свою обыденность, даже такая привычная деятельность может привести к трагедии. Зачастую причиной загорания пищи становится обыкновенная беспечность. Люди, поставив кастрюлю или сковородку на плиту, попросту забывают про нее. Были случаи, когда домохозяева при этом засыпали от усталости, либо из-за нахождения в состоянии алкогольного опьянения. Бывает даже, что в процессе приготовления человек, занимаясь правильно другими делами, сознательно может покинуть жилище в надежде на то, что во время его отсутствия составленной на плите кастрюли ничего не произойдет. К сожалению, это не всегда так. Существует большая вероятность того, что пригоревшая пища воспламенится, а пламя, распространившись, вызовет серьезный пожар. К тому же, образовавшиеся продукты горения могут привести к отравлению. При этом ни при каких обстоятельствах не покидайте кухню во время готовки, не оставляйте готовящуюся пищу без присмотра. Не доверяйте присмотр за готовящейся едой детям. Старайтесь не держать рядом с плитой растительное масло, полотенце, бумагу и другие воспламеняющиеся предметы и жидкости. А часто ли происходят пожары по данной причине? В случае вызов подразделения пожарной охраны на место загорания, причины которых становятся привычной для всех приготовлений пищи, нередки, но чаще всего загорание удается предотвратить на ранних стадиях. Обычно при уведомлении, вызванном приготовлением пищи, пожарных вызывают соседи. Почувствовав запах дыма, запах гари, быстро распространяющийся по всему подъезду жилого дома, приводит к возникновению паники среди жильцов. Люди думают, что это пожар, звонят в пожарную охрану. С начала года в городе Канаш произошло 4 таких случая. За год таких вызовов не меньше 10. Причинно-следственная связь таких сгораний всегда прямая. И это всегда небрежное, халатное отношение к пожарной безопасности со стороны жильцов. У виновников таких загораний одно оправдание. Поставил готовить еду, варить, жарить, парить и решил прилечь отдохнуть. И уснул. А является ли нарушением требований пожарной безопасности то, что оставляют пищу на плите? Конкретно по приготовлению пищи запретов нет, но пунктом 40 постановления правительства Федерации от 16 сентября 2020 года номер 1479 о утверждении правил предприятийного режима Российской Федерации установлено, что эксплуатация газовых приборов, в том числе газовых плит, запрещается. Оставлять газовые приборы включенными без присмотра, за исключением газовых приборов, которые могут или должны находиться в круглосуточном режиме работы. Если заострить внимание на газовых приборах, то этим же пунктом установлен запрет на использование неисправными газовыми приборами, а также газовым оборудованием, не прошедшим техническое обслуживание в установленном порядке. Нередки случаи, когда газ к плите подается от газовых баллонов. Тут хотелось бы отметить, что газовые баллоны, в том числе для кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок, за исключением одного баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, располагается вне зданий, за исключением складских зданий для их хранения, в шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор, из негорючих материалов на видных местах глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входа в здание, на цокольные и подвальные этажи. Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи «Огнеопасный газ». Стоит отметить, что правила по безопасности написаны исходя из опыта, и, к примеру, наличие газовых баллонов в местах, никоим образом не обозначенных местом хранения баллонов, сильно затрудняет тушение пожаров и чревато взрывами и выбросами пламени.
так как не всегда удается вовремя устранить баллон из очага пожара, а это может привести к травмированию сотрудников пожарной охраны и граждан. На что еще стоит обратить внимание в летнее время? В полях созревают зерновые культуры. Наступает пора уборки урожая. Руководителям сельхозпредприятий хотелось бы напомнить ряд правил. В первую очередь, это проведение перед началом полевых работ противопожарного инструктажа с лицами, задействованными в уборке урожая. Уборочная техника должна быть обеспечена прежде всего пожаротушения. Комбайны всех типов и трактора 2 огнетушителями, 2 штыковыми лопатами и исправными искрогасителями. В полевых условиях хранение и заправка продуктами автомобилей и другой техники и технологического оборудования осуществляется на специальных площадках, очищенных от сухой травы, горючего мусора и опаханных полосой шириной не менее 4 метров, или на пахоте на расстоянии 100 метров от токов, стогов сена, соломы, хлебных массивов и других сельскохозяйственных культур, не менее 50 метров от строений. В период уборки зерновых культур и изготовки кормов запрещается курить в неспециально оборудованных местах и проводить работы с применением открытого огня в зерновых массивах, вблизи от них, а также возле скирт сена и соломы. Использовать в работе технику, имеющую неисправности, которые могут послужить причиной пожара. Использовать в работе технику без капотов или со скрытыми капотами, а также без защитных кожухов. Еще одно важное требование пожарозапаса по завершению уборочных работ – это запрет на выжигание сухой травяной растительности, стерней, пожарных остатков на землях сельскохозяйственного значения, землях запаса и землях населенных пунктов. Гражданам также стоит отказаться от желания сжечь сухую ботву и стебли овощных культур. Подмечу, что постановление Кабинета министров Чувашской республики от 14 апреля 2021 года за номером 127 с 25 апреля и до особого распоряжения о его отмене на территории Чувашской республики введен особый режим. В это время применение открытого огня и разведение костров категорически запрещено. В соответствии с статьей 204 КоАП РФ нарушение требований пожарозапасности, совершенное в условиях особого режима, влечет наложение административного штрафа на граждан от 2000 до 4000 рублей, на должностных от 15 до 30 тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица от 30 до 40 тысяч рублей, на юридических лиц от 200 тысяч до 400 тысяч рублей. И в завершении эфира, что бы вы хотели еще добавить? Уважаемые жители города Канаш и Канашского района, задумайтесь о безопасности своих жилищ, соблюдайте требования пожарной безопасности, берегите себя и своих близких.